государственный бюджет, он как раз-таки открывает истинное лицо власти, не только исполнительной, но и законодательной, потому что бюджет разрабатывается исполнительной властью, а принимается законодательной. И вот каково истинное лицо, цели и задачи этой власти показывает бюджет. И вот начиная с вот этот анализ этого бюджета, мы тогда еще, помните, на конференции участвовали в Москве, в 2009 году этот материал был опубликован, и тогда вот эта неприглядная картина, о которой говорит уважаемые докладчики, говорили о том, что до признания Российской Федерации и после параметры стали ухудшаться. Вот. И вот тенденция эта оказалась вообще губительной, и мы сегодня видим, что она идет по нисходящей, и фактически к сельскому хозяйству, если подходить, почти приближается к нулю. Отношение власти к сельскому хозяйству, как к реальному сектору экономики, с тех пор вот эта тенденция отрицательного отношения, или, скажем так, безответственного отношения, она получила свое реальное выражение сегодня, уже вот такой плачевный результат показывает. Безусловно, у вас более такой детальный анализ, очень много интересных вещей, которые вы скрыли. И аналитика показывает, что этим надо заниматься постоянно. Хочет этого власть, не хочет этого власть. Очень жаль, что вы вышли из-под финансирования государственного бюджета, потому что, говоря вот такой фразой о соотношении наличия в реке карася и щуки, надо, чтобы один из них не дремал, поэтому другой должен быть. То есть государство и исполнительная и законодательная власть должны быть заинтересованы в том, чтобы им показывали реальную картину того, что существует на самом деле. Как раз таки бюджет – это вот о том. И этим вам огромное будет спасибо от всего общества, потому что я сомневаюсь, что те, кто пришли вам на смену, во-первых, вы обладаете огромными знаниями в области методического подхода к разработке этого документа. Это за один день не получается, это огромный объем работы. Вы видите какие-то схемы, какие-то графики, вообще таблицы. Это не просто картинки, это огромный труд и огромный методический подход к вопросу о том, как это все надо делать. Я надеюсь, что, как сказал Олег Несторович, все-таки повернуться лицом к этой группе людей, которые занимаются такой аналитикой. И все-таки, может быть, законодательная власть озадачится тем, что все-таки этот документ, его надо понимать, бюджет. Им дают какой-то материал, не все специалисты, как и сегодня здесь, и там тоже. То есть они берут и просто веря в то, что там большой, огромной работы объем проделан, и, наверное, там все так все хорошо и чинно, и принимают некоторые. А может быть, в самом деле, вот, коль вы взяли на себя такую миссию благородную, тяжелую, мы чем можем, поможем, может, как говорится, кто-то деньгами, кто-то мыслями, кто-то еще чем-то. А вот именно все время стучаться в дверь законодательства, потому что этот материал в итоге они утверждают, чтобы заставить их повернуться лицом к каждой цифре. Потому что на самом деле мы идем к очень нехорошей цели. К очень нехорошей цели нас ведут те, которые вот принимают этот и составляют этот бюджет. Это труд, который нужен нам всем. То есть он не труд для стола, это труд, который нужен нам всем. Я хочу сказать, что я вас уже цитирую. Там написала статью для какой-то конференции, я сослалась уже на вас, вот в плане НДС. Хочу сказать, что вот, Амра, если вы помните, когда мы вот этот материал по бюджету в 2009 году, у нас последний момент был об избежании двойного налогообложения. То есть мы говорили о том, что вот как бы нам российского инвестора сюда завлечь, как бы помочь принять законы, которые помогут, а мы своего предпринимателя задушили двойным налогообложением, а у российского или любого другого инвестора, который к нам придет, уже будет 4 налогообложения, наверное. И, естественно, и что хочу еще сказать, я хочу обратиться по поводу, все-таки доходная часть бюджета – это огромный пласт, и его можно анализировать, и на самом деле еще что-то найти и показать вообще, что там происходит. Я хочу привести закон об инвестиционной деятельности. Он все-таки перекликается с налогами, перекликается с
тем, как нам привлечь, вот мы говорим о избежании двойного налога, значит, там что получается? Там у нас в законе 3 сферы. Это капитальные вложения, это инвестиции в виде капитальных вложений, инвестиции в финансовую сферу и в инновацию. Хочу обратить внимание, там, значит, 2 направления преференциальных. Это приоритетные и льготное налогообложение. Для капитальных вложений приоритетными являются те, которые от 70 миллионов до 130 миллионов. Я вас хочу спросить, на какого инвестора это рассчитано? Кого мы можем привлечь при таком условии преференциального отношения, вернее, дифференциации, льготное налогообложение, там нулевые ставки при таком вкладе инвестиций. Значит, нулевые ставки, количество лет, там 6 лет, 10 лет в зависимости от сферы. То есть я хочу сказать, что и на льготное налогообложение, то есть фактически у нас получилось, что у нас вот этот государственный бюджет показывает, что у нас победил государственный монополизм. И с российской стороны, и с нашей абхазской стороны. Мы фактически зарубили подход, доступ сюда любых других инвесторов, кроме государственных. Это первое. И в доказательство тому, я сейчас не могу статистику привести, но я помню, как у нас все время на слуху были совместные предприятия. До того, как сюда мы фактически стали колонией в смысле финансирования российского государства, ни одно совместное предприятие сейчас не создается. И, может, я ошибаюсь. Смысла нет, потому что и налоговые позиции, то есть система налогообложения, она стала такой ущербной. Вы говорите о реальном секторе экономики. Да ущербное стало отношение не только к реальному сектору экономики, вообще ко всей системе стимулирования бизнес-активности и вообще труда на нашей территории. Вот о чем говорит этот бюджет. И огромное вам спасибо за то, что вы продолжаете эту работу над таким очень важным документом, который является лицом наших государственных мужей. Тех, кого мы содержим на нашей налоге.